Здравствуйте, дорогие друзья! Я бы хотел вам рассказать о калмыцких народных танцах. Вообще, понятие танец. Что такое танец? Танец – это движение под музыку, выражение своих чувств в движении. Когда человек радуется, он начинает танцевать. Как сказал наш именитый танцор Эмба Манджиев, танец – это торжество внутренней свободы человека. Вначале, если говорить о кочевниках, о наших предках, о айратах, вначале были, скорее всего, такие танцы, шаманские пляски. Изображено много наскальных рисунков еще в первобытные времена, где там шаманы с барабанами. Наши предки, айраты, жили в Западной Монголии. Соответственно, там кочевой быт. В кибитках люди танцевали сидя, в основном больше плечами, руками, ногами. Не было движений. Вот в основном. Вот такие движения. И руками. Вот так вот. И ногами, если были то пережения, то они такие небольшими маленькими шагами. Вперед, назад, вправо, влево. И повороты только по часовой стрелке. Или же в таких низких позициях, вот, например, и движение плечами. Повороты корпуса, движение плечами вперед, назад и руками движение. Либо в такой низкой позиции. Синьцзяне также прозывают тургуды, олеты. Это все наши родные братья. Они до сих пор вот так танцуют. Так как танцует айрат Синьцзянов, называется танец сауырдынг. Он до сих пор у них сохранился. У казахов есть танец караджорга. По сути, это такой же танец, то есть жили рядом, понимаете сами, да? Было соединение культур, у нас похожие танцы. Наши предки когда пришли сюда на Волгу в 1609 году, тоже с собой принесли этот танец сауырдынг. Почему вот такие низкие стойки, больше движения плечами, руками и повороты только по часовой стрелке обязательно. Как на калмыцком это зёв РХ, значит идти по кругу правильно. Вот. Это мое понимание такое, то что когда человек танцует в степи больше плечами, качаясь, он как бы представляет себя частью природы, частью степи. Движения такие руками, больше как цветок, как растение в степи. Движение по кругу, как двигается солнце. Я вот это понимаю так. Путешественники, этнографы, которые писали о калмыках в 18-19 веке, писали, что калмыки танцуют больше плечами, руками. Вот. Даже кто-то из них, точно не вспомню, но кто-то из них написал, у калмыков есть только один танец, пляска, называется сауырдынг. Вот это говорит о том, что наши предки танцевали именно так, вот как сейчас танцуют айраты Западной Монголии и айраты Синьцзяна. Если ученые, этнографы пишут о том, что у нас раньше был один танец сауырдынг, то такие калмыцкие танцы, которые мы видим сейчас, изменились лет 100-150 назад. Вот есть хорошая книжка, автор Санджи Балыков «Девичья честь» роман. Там вот описывается калмыцкий танец. И он описывал свадьбу. Он пишет о том, что люди там танцевали, ногами делали больше движений, больше выстукивали каблучками, но там сидел среди них один старик на свадьбе, и он говорит, что наши отцы и деды танцевали не так, наши отцы танцевали, деды танцевали больше плечами, руками, вот как я показывал до этого. И я думаю, что танцы изменились лет 100-150 назад под влиянием русского народа, татарского и, конечно же, кавказских народов. Вот, многие движения ногами перешли из русских и кавказских танцев. Что касательно калмыцких народных танцев, вот именно танцев, которые сейчас у нас есть. Хотелось бы заметить, что все танцы, которые вы видите на сцене, в исполнении профессиональных коллективов и непрофессиональных, в исполнении ансамблей, то это сценические танцы. То есть сценические. У сцены свои законы. В народе калмыцкие танцы – это целая традиция, целый обряд. Вот как по рассказам дедушки, как он рассказывал, начинает танцевать хозяин дома. Он начинает танцевать первым, дальше передает очередь
вот таким вот движением ставит левую руку под локоть и правой рукой по правому плечу. Тот перенимает эстафету, скажем так, начинает тоже танцевать следующий и передает дальше. Танцевать имеет право только один человек. Допустим, в кругу танцует один человек. Если кто-то выходит танцевать без очереди, без приглашения, то это неуважение к собравшимся людям, присутствующим людям, либо незнание калмыцкой культуры. Только один человек или пара, мужчина, женщина. Допустимо, если будут танцевать несколько женщин или девушек. Но когда танцует мужчина, он танцует один. Вот. Это я слышал от многих знакомых старшего поколения. И поворачивались только по часовой стрелке. Буру эркхын бише, буру эркдын бише. То есть буру эркхэ, это значит переводится идти по кругу неправильно. У калмыков все делается по часовой стрелке. Начиная с выхода из кибитки, когда вот выходишь из кибитки, то ты должен пойти по часовой стрелке. И заканчивая, вот когда мы обходим хуру по часовой стрелке, потому что солнце двигается по часовой стрелке. А вот то, что вы видите на сцене, то вы должны понимать, что у сцены свои правила. На сцене, для того, чтобы рисунок танца был интереснее, чтобы было смотреть интереснее зрителю, там и по часовой стрелке, и против часовой стрелки. Но в народе, вот именно фольклорный калмыцкий танец, то есть народный в народе, то вот там только по часовой стрелке. Вот сейчас на многих торжествах, на свадьбах, на многих таких мероприятиях, когда люди выходят танцевать калмыцкий танец, то там выходит много людей, непонятно что, людям неудобно танцевать становится. Я считаю, что это неправильно, считаю, что мы потеряли вот именно ту традицию, когда один человек выходит, то он может показать себя во всей красе. Даже то, как он танцует, а всю свою вот энергию он может передать людям. Сейчас наш танец изменился, но наши старинные древние движения от танца савардынк и от других старинных танцев у нас остались. Например, вот сейчас мы делаем вот такое движение, включаем колькур. То есть вот это вот у нас осталось. Дальше движение ногами, мульджур. Вот, допустим, вот так или вот так. Вот, именно вот это вот движение, мульджур, мульчха, вот это движение осталось у нас вот от наших предков. Сейчас вот в современном калмыцком танце тоже вот тряска в танце чирдык, она тоже у нас осталась, немножко изменилась, но это осталось у нас с древних старинных времен от наших предков. Некоторые движения мы переняли у русского народа. Например, вот такое вот движение, это движение называется голубцы. Вот. И в русских танцах, и в калмыцких танцах движение пришло от русских к нам. Вот у нас есть много движений, когда участвуют голубцы друг друга. Например, хавчур. Это движение называется хавчур. Хавчур это значит капкан. Калмык любит топать. Так, например. Или так, например. Ну, можно по-разному это делать. Много очень штуки есть разных притопов. Вот. Это отличает наши танцы от многих других танцев. Вы также, наверное, знаете, что в калмыцких танцах очень много подражаний разным животным. Даже вот есть танец, называется Туланби. Наверное, вы многие видели. Это танец в постановке нашего мэтра Петра Тимофеевича Небитова. Вот. И в самих вот движениях тоже много подражаний птицам и животным. Но чаще всего встречается подражание вот, в мужском танце орлу. Вот много таких движений, когда он как будто бы поднимает вот, руки в сторону, как крылья, или вверх. Вот. Сейчас в современных калмыцких танцах, мужских и женских, руки – это крылья, скажем так. В женских движениях много подражаний растениям, цветам. Вот даже есть движение, называется тюльпан. Сейчас покажу. Вот в женском танце руки поднимаются вверх и опускаются, как бы показывая бутон тюльпана. Есть движение, которое прям так называется, ковыль, допустим. Вот такое движение.
Очень много разных вариантов этого движения. Ну вот один из них. Женщины танцуют легко, не топая и плавные руки. Вот что отличает от мужского танца. Мужские танцы быстрые, резкие, много топота, много прыжков, движений плечами, ногами. В общем, у нас калмыцкий танец очень темпераментный. Даже правильно сказать, своим темпераментом. Калмыцкий танец похож на кавказский танец. Что касается различий внутри калмыцких танцев. Если мы не будем говорить о танцах айратов Синьцзяна и айратов Монголии, если будем говорить только о наших калмыцких танцах, именно о волжских айратов, о наших танцах, то у нас есть 3 стиля. Вот на данный момент 3 стиля, и они отличаются. Первый стиль тургутский, второй дербецкий и третий бузавский. Бузавский танец, все, наверное, знают, танец чечерлык, наверное, самый любимый калмыцкий танец. Там много тряски движений, где руки трясутся, корпус, характерный ход. Топает так, есть несколько вариантов, всегда по-разному. Может быть, когда пятка, носок поднят, и трясут руками, либо 2 пятки даже подняты, и тряска. Характерные руки для бузавских танцев. Высоко они не поднимаются, руки ровно на уровне плеч. Это вот характерно именно бузавскому стилю. Теперь, когда мы говорим о дербецком стиле, многие считают, что тавшур – это народный танец. На самом деле такого танца не было такого понятия тавшур. Он появился на сцене. Этот дербецкий стиль дошел свое воплощение на сцене благодаря Петру Тимофеевичу Нагбитову постановке дербецкий тавшур. То есть такого понятия не было тавшур, было понятие тавша бильха. Дербеты все танцевали по-разному, делали разные выстукивания, что интересно. Вот у них как бы не было определенного одного эталона. Все танцевали по-разному. Топают, и это отличается, у каждого свой стиль, как бы свои движения. В сценических танцах есть 2 дербецких хода. Вот мужской, мужских 2. Вот такой ход, либо такой. Но в народе есть еще несколько ходов разных. Несколько из них я видел. Допустим, вот так вот. Допустим, такие втоптанные. Либо такое, либо такое. Всегда по-разному. Каждый человек как бы танцует по-разному. Например, просто притопы, допустим. Например, тургутский стиль. Тургутские танцы народные, шарка-барка и ишкемдык. Все слышали песню шарка-барка, очень много шуток есть про эту песню. Но есть характерный ход для танца шарка-барка и вообще для тургутского стиля. Вообще вот во многие вот именно тургутские песни этот ход подходит. Вот он. Мужской вариант, вот в народе, не на сцене, в народе, вот бывает то, что пятка, носок, вернее, приподнят. Например, вот так вот. По-разному, но ритм держится один. Вот этот ритм. Потому что он попадает в музыку. И танец ишкемдык. Танец ишкемдык – мужской танец. Его танцуют только мужчины, женщины его не танцуют. Вот как раз это тот танец, вот, где больше идет подражание орлу, где больше показывается удаль, много прыжков, всяких разных движений. Если сравнивать, в каких танцах больше всего движений, то больше всего, я так думаю, я не уверен, но вот мое мнение такое, что больше движений в ишкемдыке, много очень разных вариантов. Если сравнивать, то бузалы больше танцуют с тряской. Ну, если тряска, то это вот характерно бузавскому стилю. Дербецкий стиль такой, как бы гордый, ровный. Дербеты, кстати, вот я часто видел, когда мужчина танцует, не улыбаясь, со строгими лицами. Такой, знаете, такой сдержанный танец, такой благородный, сильный танец, я бы сказал. Тургуты танцуют жизнерадостно, и вот много движений, вот разных замудренных движений ногами, вот, если танцует мужчина. И, конечно же, вот особенность, все видели движение мульджур, вот особенность тургутского стиля, это вот
Вот это вот весь мунчур. В народе я даже видел, что делают мунчур, не сгибая колени. Вот так вот. Ровно. И вот так руки поднимают. Вот. Очень много разных вариантов этого движения. Ну, в народе танцуют так, как танцевали их отцы, так, как танцевали их деды, дедушки и бабушки, подражает своим предкам. Вот. Я считаю, что народные танцы, именно народный фольклорный танец, который вот в народе, надо танцевать чаще включать калмыцкую музыку на свадьбах, на всяких мероприятиях. И вот хотелось бы, чтобы калмыцкая танцевальная традиция, чтобы она сохранилась. То есть, это когда передают другому эстафету. Бейгэнэкхэ говорит. Бейгэнэкхэ. В народе раньше бытовал вот такой танец, называется төвшүнби. Төвшүн переводится как спокойный, то есть спокойный танец. Этот танец танцевали только люди пожилого возраста, ну уже вот само название об этом говорит. И у него есть своя мелодия. Есть, допустим, вот у нас много танцевальных мелодий, очень много. Вот, среди них есть такие, как кюгдинби, такая мелодия. То есть кюгдин это девушки, вернее даже. То есть кюгдинби это танец вот именно девочек, например. Багудаби, то есть танец калмыков рода Багут. Эрктнеби, манджихнеби, манджикин. Шорванки цинби, то есть танец калмыков, которые проживают около озера Сарпы. Кюкшдинби, прям так называется. Кюкшин значит старый, танец для пожилых. Баруназа Усимби, допустим, танец мужчин из поселка Барун. Долвынгаза Усимби. Долынг это раньше был в Астраханской области, вот калмыцкий поселок Долбань назывался, сейчас вроде он называется Лиман. Вот Долвынгаза Усимби, танец мужчин из вот поселка калмыцкого названия Долвынг. По поводу инструментов, конечно же, основной инструмент для танцев это тамбра, двухструнный инструмент. Есть саратовская гармошка. Саратовская гармошка заимствованная у русских, но вот она уже стала нашим народным инструментом. Они гармонично сходятся, тамбра вместе с гармошкой. Наши предки лет 150-200 назад носили другую одежду, вот такой запашной халат, ну, вот как сейчас носят монголы, как Айрат Синдзян до сих пор носит такой костюм. И, кстати, сапоги, вот у них были гуталы. Гуталы, это значит, он был не такой сапог, как у меня, а там вот так вот носок чуть-чуть вверх. Соответственно, в такой обуви много движений ногами делать было, конечно, неудобно. Потом вот костюм изменился, вот как сейчас. Начали носить бешмет, такой вот бешмет, внутри рубашка, и обувь изменилась. В таких сапогах удобнее делать движение ногами.